Вопрос достаточно сложный, потому что вы понимаете, что я последовательный адепт идеи свободы слова, потому что я действительно верю, что именно свобода, внутренняя свобода и возможность самореализации, она дает тот самый потенциал нации для роста. Поэтому, когда у нас в Конституции наряду со свободой слова и просто творчество, да, мы специально выделяем именно научное и техническое творчество, это такой задел очень важный для прогресса, для будущего развития нашей нации. Поэтому вот фундаментально, да, что касается, например, пространства фактов, да, пространства возможности самовыражения, мы не только защищаем, но и новая Конституция это однозначно говорит, что это важный элемент, который необходимо защищать, и он будет защищаться. Я бы хотела вот просто эту часть вопроса снять с повестки, потому что вот это фундаментально, и мы никак не меняем, и цензура у нас категорически запрещена. Если перейти ко второй части вашего вопроса по поводу баланса, то и Всеобщая декларация прав человека и Международный пакт о политических и гражданских правах, он дает возможность простите, ограничить свободу слова, но любое ограничение должно быть пропорционально, законно и служить для сохранения демократического общества. То есть, если перевести это на, как вы предложили, человеческий язык, это вот согласно афоризму «нос кулак». Мое право махать кулаком заканчивается там, где начинается чужой нос. И именно вот этот баланс и паритет, он очень важен для того, чтобы сохранить право на свободу самовыражения другого человека, для того, чтобы сохранить пространство для личного роста другого человека. И именно в этом контексте строилась дискуссия внутри Конституционной комиссии. И мы, Мадина, с вами лично, да, и вот со всеми участниками, кстати, вот получилось так, что вся эта панель представлена именно той подгруппой, в которой очень серьезно взвешивались формулировки, в том числе, если вы помните, в одной из версий, да, вот в первых черновиках был предложен термин идеологема такая, она пришла из политологии, система духовно-нравственных ценностей. Политологи кивают и говорят, а что плохого в этой идеологеме? Ничего плохого, но вот юристы скажут, да, что правоприменительная практика очень сложная. У нас и в международной среде не сложилось никакого опыта. Да, вот, то есть мы очень боялись разночтений. И я бы сказала, что очень благодарна коллегам, с которыми вместе мы пришли к консенсусу. И в принципе вы знаете, что этот такой двоякий термин его убрали, мы вернулись к понятию нравственность общества, которая как раз-таки у нас также отражена в Международном пакте о гражданских и политических правах. Поэтому в этом отношении я думаю, что нам необходимо где-то соразмерять наши... Я понимаю опасения, если честно, я понимаю, откуда у вас этот вопрос, я понимаю опасения этих людей, потому что им кажется, ну вот как бы работает же, давайте вот зачем менять? Менять надо для того, чтобы дать возможность, например, расти техническому потенциалу внутри страны, да? Дать возможность научного самовыражения. Да? В этом отношении очень я надеюсь, что будущий Курултай, он возьмет на себя большую ответственность для того, чтобы именно расширить эти возможности и закрепить возможности людей реализовать себя. Не только и для себя лично, и я думаю, что в целом для роста и развития страны. И еще один момент, знаете, Мадин, у нас же все-таки экспертная площадка. Я себе позволю немножко отступить, да, вот от просто интерпретации статьи Конституции и обратить внимание на международный дискурс. Вот он идет на самом деле уже, наверное, с развала СССР, да, вот с того момента, когда мир перестал быть двуполярным, дискурс он начался. И если кто-то смотрел, вот сегодня, если не ошибаюсь, депутат Саиров, да, говорил о Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. Кто не знает, это очень интересная конференция.
где очень много специалистов, и большинство в погонах обсуждают вопросы безопасности. И именно цифровая безопасность была номер один темой, которую они поднимали. И основной, вот знаете, такой идеологический разлом, который сейчас идет, он проходит между США и Европой. Европа, у которой позиция, она, наверное, очень близка нам, да, потому что мы тоже наша страна тоже не является страной хостом для какой-либо глобальной социальной сети. Мы просто потребители. И в этом отношении, например, каждый из нас, кто идет в социальные сети и регистрирует свой аккаунт, мы автоматически, экстерриториально подчиняемся закону той страны, которая принадлежит этой социальной сети. Там. То есть частично мы отвечаем в онлайн-пространстве, да, по законам США сегодня. Да? Ну вот де-факто это происходит вот так. И дискурс, который вот Европа пытается вот сейчас выстроить, у нее там он говорит, все, что запрещено офлайн, должно быть также запрещено онлайн. Или тезис, который они также вырабатывают, там, один аккаунт, один человек. То есть они хотят в этом отношении более такой безопасной среды в социальных сетях. Франция, например, Макрон так и сказал, он говорит, вот поэтому мы запретим подросткам выходить в социальные сети. У меня немного мягче позиция. Я думаю, что детей надо к токсичной среде приучать под присмотром взрослых. Но это дискуссионный вопрос, и он очень индивидуальный для каждого. Я считаю, что каждая семья должна принимать решение самостоятельно. Но главный в этом отношении тезис, который я хотела сказать, что мы переживаем, с одной стороны, глубоко внутри мы переживаем за свои свободы, за свои права, но мы должны понимать, что сейчас идет очень серьезная геополитизация контент-политики. И это тоже очень чревато, потому что мы используем в этом отношении очень важные для отдельно взятого человека там, права и свободы как просто лозунги. И внутренне мне очень нравится тот тренд, который я наблюдаю, я не могу его соизмерить. У нас в зале есть социологи, которые могут помочь мне, наверное, когда-нибудь понять, как это выражается в цифрах. Но есть внутреннее ощущение того, что наша нация, мы как страна, как люди, у нас очень, так, знаете, автономизирована потребность, вот, права и свободы как ценность, она у нас уже не импортируется из-за рубежа. Да? Это не какие-то ценности, которые мы там вот посмотрели и заимствовали. Это вот такое глубинное внутреннее стремление, желание. И я надеюсь, на этом фундаменте и будет выстраиваться тот диалог общества с властью, в которой общество будет мониторить то, какими нормами эти вопросы будут регулироваться, будет вступать в дискурс и приходить к консенсусу.